Здравствуйте. С недавнего времени мы живем в новом графике веерных отключений. Сейчас у нас 5 часов, хотя в Восточной Абхазии даже 7 часов. И говорят, что это не предел. И, в общем-то, в этой беспросветной ситуации мы, естественно, будем говорить об нашей энергетике, о том кризисе, который есть, и о возможностях, как выйти из этой ситуации. Сегодня у нас в гостях человек, который на законодательном уровне занимался проблемами энергетики, Алхас Джинджолия. Сейчас он эксперт экспертного клуба фонда Амта. Да, Алхас, добрый день. Все-таки я знаю, что сейчас очень многие говорят о том, что нет выхода, нет никакого плана, но я знаю еще, вот когда в парламенте, ты заседал в парламенте, у вас были свои предложения по выходу из энергетического кризиса, который, в принципе, не сегодня созрел, но уже несколько лет вот в такой горячей фазе своей существует. И я бы хотел все-таки сфокусировать сейчас вот на этом внимание. Вот в нынешней ситуации вот ваша дорожная карта, она как-то устарела или она все по-прежнему актуальна? Ну, во-первых, я никогда не думал, что буду выступать в передаче по поводу ситуации в энергетике. Но, видишь, жизнь заставляет. И, конечно, этот опыт работы в парламенте, где пришлось с этим столкнуться, пришлось погружаться в эту проблему. Вообще, по большому счету, не нам с тобой в идеальных условиях обсуждать проблемы отрасли людям, компетентным в ней. Ну, видимо, с этим тоже у нас кадровый голод, так скажем. Поэтому позволим себе порассуждать, побыть экспертами. Что касается дорожной карты, ценность дорожной карты или плана действий, или как хочешь назови, даже не в том, что в ней написано, а в том, что сам факт, что существует, сам факт того, что ты видишь свет в конце туннеля, видимо, вот это важнее всего. Тогда ты можешь приободрить людей, успокоить, подать какую-то надежду. Вот это важно сегодня. Нет плана действий по выходу, не только же у нас проблемы в энергоотрасли, у нас проблем много в других отраслях, у нас проблемы в целом в стране, одна сплошная проблема. Если нет плана действий, но у нас тогда спускайте флаг и заканчивайте со своей государственностью. Вот такое, к сожалению, к огромному резюме финал может нарисоваться. Теперь, если вернемся к твоему вопросу, да, в конце нашего пребывания в парламенте, срока действия уполномочий 6-го созыва, это все вспыхнуло с огромной энергетической такой эмоциональностью, и как хочешь назови. Все это ознаменовалось не решением, а созданием проблем, я считаю. Прошло фактически 2 года, и по большому счету планы по выходу, они принципиально не изменились. Какие-то штрихи только по большому счету можно добавить или убрать. Основными факторами этой проблемы я бы назвал стремление, я это уже говорил не в одном интервью, и повторю, стремление к любым образом, видимо, запустить частный бизнес в эту отрасль, пока еще государственный, слава богу. Любым образом сохранять вот этот статус непонятный майнинг ферм, майнинг этих аппаратов и так далее. Любым образом способствовать перекачке энергии из Российской Федерации, вгоняя себя в долги не только в финансовую, но и в политическую зависимость. Это такие константы остались. Так что относительно них план мало изменился. То есть это не, по-твоему, это не такая бесхозяйственность, а, в общем-то, некий продуманный план? Ты знаешь, с опытом и с возрастом перестаешь верить в случайность и такую событийность. Мы же как аквариумные рыбки, вот говорил тебе, у нас память же короткая, мы вперед, назад как-то плохо ориентируемся, что было и что будет с нами. Знаешь, что было, будешь знать, что станет. Ну, мы, видимо,
не способны к анализу такому глубокому. Теперь опять вот более конкретно, да, время сэкономим. Тогда был, да, дорожная карта была, но так как уже политические перипетии разделили людей в очередной раз, там, захваты власти и так далее, смены власти, как хочешь назови, выборы, пришли новые люди. Опять разделение, все, не важно, что ты говоришь, важно, кто говорит. Раз это говорит не мой, система свой-чужой срабатывает, вообще не интересно, что ты говоришь, что ты предлагаешь. Просто озвучивание лозунгов каких-то там про наше стремление к светлому будущему, все, способность к диалогу отбита напрочь. Теперь уже спустя 2 года понятно, догадываешься уже, для чего это делалось. И не буду повторять очевидные вещи. В том плане, в том 2-3-летней давности, я этот план занес лично, обсуждал с Асланом Георгиевичем, принесли, положили на стол. Это не потому, что я пришел. За мной же тоже депутаты, коллеги наши, мы мнения собирали специалистов. Мнение специалистов далеко не всегда было всеобъемлющим. Какие-то вопросы население лучше знало, чем специалисты, касающиеся майнинга особенно. Там же тоже надо было собрать данные. Принесли, по нашему мнению, вполне нормальный себе был план выхода, предусматривавший, естественно. Это когда было? Это в 2001, если не ошибаюсь. В 2021, да? Да, в начале года, кажется. Ну, как раз вот на фоне этой всей горячки тогда политической. Ну, мы не были услышаны, ответа не поступило. Нет, давай так решим, нет, ответ был короткий. Прошло 2 года, сейчас не хочу без имен, как говорится, но мы опять составили какой-то план, обновили данные, опять обратились, слушайте, услышьте, давайте вместе попробуем. Эта проблема не власть и оппозиция, проблема гораздо более широкая. И мы готовы были, при этом озвучивая план, от себя еще добавим, мы готовы в каких-то вопросах смягчить позицию, если увидим, что вы идете навстречу, давайте вместе решать. Соответственно, ответ тоже был короткий, нет. Теперь вопрос. Представь себе, что ты житель там, Кварчала, там, Гудауты, деревни, города, не суть важно, Западная Абхазия, Восточная, везде проблема одинаковая. Ты включаешь телевизор, ты и так уже за послевоенные годы наэлектризован этой политикой больше, чем надо. Ты включаешь телевизор и наблюдаешь картину, когда властный там, лидер исполнительной власти, так скажем, в лице президента и яркий представитель, допустим, оппозиции, держат друг другу за руки, приходят к какому-то заключению какого-то условно, скажем, это уже даже не по энергетике, просто общественного договора. Ребята, давайте друг другу доверим, вместе решим. То, что не может решить исполнительная власть, могли бы решить оппозиционные силы. Ну, на противоречие можно было сыграть. Ну, давай не по-детски, а по-взрослому. Не в состоянии же он отключить фермы своих сторонников в несколько тысяч аппаратов количеством. Он говорит сейчас, что все по домам разошлись. Ну да, конечно, это сейчас легче всего население обвинить. Человек, который разрешил эту майнинг-индустрию создать в Абхазии, ну, мы лично, я лично, мы же орали, не делать, и вы погубите. Ну вот, погубили. Что тут? Хорошо, но все-таки вот в тезисах, в чем заключается сам план? В этом плане, наверное, дороже политическая составляющая, ничего здесь сверхъестественного, конечно же, нет. Давно общеизвестные пункты, ну, могу тебе даже зачитать. Проведение аудита и инвентаризации активов Черноморэнерго. Вопрос, казалось бы, наиактуальнейший. Что, собственно говоря, спасаем и в какую отрасль вкладываем деньги? А у нас вообще аудит когда-нибудь проводился? Спроси специалиста и спроси. Спроси госкомимущество, где, что, на каком балансе. То есть, я знаю, к этому пункту могут я быть знаю, вопросы. что Ингургес у нас не стоит на балансе. Да и перепадные сейчас только поставили. Перепадные сейчас... Они у нас разделены искусственно. Ну, сейчас давай не будем забегать вперед. В общем, аудит, инвентаризация активов в любой организации, в больнице, в энергетике, в кафе, в магазине, на рынке. С этого, наверное, начинается. Неважно, это частный бизнес или это государственная структура. Ну, казалось бы, пошли дальше.
Разработка стратегии развития отрасли, она фактически существует в том или ином виде в недрах Черноморэнерго. Она была представлена руководству. Ты о ней слышал вопрос? Вот ты так назовем себя простыми обывателями. Не слышал. И ты должен о ней слышать. Тебе, человеку, которому предстоит оплачивать, как вес у нас еще кредит огромный. Не, в любом случае, по крайней мере, человеку, который регулярно сидит без света в таких дискомфортных условиях, да, интересно вообще, какая перспектива ждет. Вопросы к этому пункту? Я думаю, что нет. Здесь уже вот наш прошлый опыт. Составить план бюджетного именно субсидирования отрасли. То есть ежегодное обоснованное финансирование отрасли именно из республиканского бюджета наших с тобой денег в размере 300 миллионов в год на 5 лет. 1,5 миллиарда. Это при каком тарифе? В 40 копейках. Вернемся назад. Ну, хорошо, сейчас мы до 40 копеек не сможем отыграть. Почему не сможем? Подожди. Условно говоря, не сможем отыграть, допустим, но при каком тарифе, в принципе, по нулям будет? Слушай, давай вернемся к исходным позициям. 40 копеек, если бы собирали бы 100 тысяч абонентов. Это огромные цифры были. Денег хватило? Слушай, на содержание системы Черноморэнерго как системы, ну, как коллектива, как структуры, организации, нужно порядка миллиарда 200 миллионов рублей только для них. Это зарплаты, это материалы и так далее. Это вполне нормальные, адекватные расходы. Все, что в плюс, это все, что ты можешь вложить в ремонт и реконструкцию. Эти суммы можно было собрать из населения, эти злосчастные 40 копеек, и прямое субсидирование. То есть вот такой был план предложен. Мы в свою бытность, мы же сами у себя выдрали у своего же государства и вложили первые 100 миллионов, если ты помнишь, передали Черноморэнерго. Как они их потратили, это стало предметом обращения в прокуратуру. На счетчики передали. Да, потратили совершенно на другое, да. Когда пустили на ремонт линии, тоже видишь, как отремонтировали, и тоже было предметом обращения в прокуратуру. Просто обращение без ответов, собственно говоря. Пошли дальше. Проведение социально ориентированной тарифной политики. Я председатель был социального комитета, не просто так об этом говорил и сейчас говорю. Ты же столкнулся с повышением тарифов, понравилось. Это только начало повышения цен. То есть можно было ввести мораторий на какое-то время, на 5 лет. Дайте время установить счетчики. Слушайте, сперва контроль, потом все повышения хотя бы. Сделать гибкие тарифы, как в других странах, день, ночь, село, город. Какие-то коэффициенты должны работать. И какие-то амнистия долгов населения. Мертвые долги, чего они должны висеть на балансе Черноморэнерго, и мы каждый раз тыкаем. Никто их не вернет, это же очевидно. Очевидно. Пошли дальше. Усовершенствование, завершение мероприятий по тотальному снабжению приборами учета. Увлеклись вопросами счетчиков, населения, счетчики, забыли, а счетчики вообще-то должны еще быть установлены на всех подстанциях, на всех объектах генерации, вход и выход. Вы же страна, вы должны контролировать любой ток энергии. Это же тоже щель для коррупции. Давай прямо. Определяется вообще, сколько электроэнергии заходит на территорию Абхазии? Допустим, с той же Ингургес. Вопрос специалиста. Я не собираюсь отвечать на эти вопросы. Пусть отвечает тот, кто компетентен. Вообще, вы же интересовались? Знаю, что в некоторых частях нет. Может, есть. У нас все так. Может, да, может, нет. Не знаю. Вот мой ответ. Дальше пошли. Обеспечение открытости в работе Черноморэнерго. Важнейшая для страны структура. Почему превратилась в режимный военный объект? А где ежегодный отчет, который надо публиковать для населения? Вообще, это нормальный функционал любой организации. Его надо публиковать, чтобы мы имели возможность сверить отчет с реалиями. Да, мы не специалисты, но какие-то способы контроля мы бы придумали, мы бы запросы давали, мы бы сверяли бы показания счетчиков и так далее. Хороший пункт, хороший пункт. Вот дойдем теперь. Создание и законодательное оформление за государством единого энергокомплекса Ингургэс. Пришлось прямо писать. Машинный зал, канал, каскад перепадных ГЭС. Сегодня на балансе не стоит ни то, ни другое.
мы не в состоянии типа финансировать. Более того, разделили перепадный ГЭС и сам машинный зал Ингургэс, они в реестре по разными частями стоят. На каком основании, объясните? У меня вопрос. Вот они на нашем балансе не стоят. А они стоят на чем-то балансе вообще? Для Грузии мы все на балансе здесь. Конечно, у них стоят. Видимо, да. А как они должны вкладывать деньги в поддержание жизнеобеспечения, я так предполагаю. Я не могу утверждать, пожалуйста, можно обратиться к директору Ингургэса, спрашивать. Я больше сейчас не про Ингургэс, а про перепадные. Вот они готовы к разделению, к передаче. Сколько их там? 4, да, по-моему, внизу? Или 3 осталось? 4. Миленький такой объект, который приносил бы чиновнику, частному капиталу, да, там суммарно, может, не так много, но на безбедную старость им, видимо, хватало бы. Да. На 360. Нет, там, может, и нет такого объема. Не в нем дело, пускай 1 киловатт. И он был создан, построен как гособъект, и должен им... Кто ты такой, чтобы прикарманить наше общее имущество? Вопрос, извините. Пойдем дальше. Возобновление проекта по восстановлению комплекса перепадных ГЭС на реке Ингур. Сейчас не хочу ошибиться годом, по-моему, был то ли 17-й, то ли 18-й. Может быть, ошибусь, не суть важно даже когда. Сейчас в таких условиях международных не очень благоприятных. Тогда был проект, и он уже фактически начал работать, когда привлекались деньги европейские, они согласились восстановить этот комплекс перепадных ГЭС. Вопрос, сейчас это истерию убрать, если ура патриотическую или политически ангажирован, они что с собой увезли бы потом этот комплекс? Или вопрос, кто-то заметил, что был отремонтирован? А почему тогда не получилось? Начали с работы, потом воли политической не хватило тогдашнему руководству, и, соответственно, последующему руководству. Страшно же, что скажут большие братья. А вкладываться, по моим данным, сумма планировалась до 8 миллиардов рублей в пересчете. Это тех рублей еще чуть пожирнее они были. Может быть, и больше можно было, если показали, что мы нормально сотрудничаем, действительно восстанавливаем. Но мы в ответ запустили майнинг, тема закрылась. Как бы, понимаете. При этом, повторю, первую перепадную ГЭС, самую крупную, восстановили таким путем тихо, спокойно, в рабочем режиме. Вот часть ее здесь у тебя освещает помещение. Деривационный канал, огромное, технически вообще уникальное сооружение, водохранилище Ингурское, и соединяющее с машинным залом. На чьи деньги отремонтировать? Ну, как-то адекватно же надо к процессу относиться. Можно это возобновить? Хотя бы переговоры провести. Я уверен, что они бы согласились. Возобновление проекта, я здесь немножко повторяюсь, то есть по перепадным. Разработка плана реконструкции распределительных сетей. Мы все увлеклись очагварами высоко в городе. Что творится на любом столбе, ты видел, да, вязанка, клубок проводов. С этим хозяйством, я думаю, даже энергетики не, по-моему, легче с нуля начать и построить, чем это разобрать. Учитывая, что оно все, скорее всего, при всей ветхости, еще и смонтировано неправильно, пожароопасно. Сколько, напомню, было, помнишь, гибели от удара электротоком в открытых трансформаторных будках там, и так далее. Ну, сколько этих трагедий. А там, если ты займешься этим вопросом, там уже вопросы, знаешь, вообще в целом городскому хозяйству, в смысле не претензия, а в объем проблемы еще больше увеличится. По современным стандартам вся распределительная сеть должна уйти под землю, а не висеть вот так на открытом воздухе. Это какие суммы кто-нибудь вообще считал? Нет, я думаю. В этом пункте, кстати говоря, вот эти распредсети, вот там можно было бы запустить, ладно, это у нас очень важное условие, и местные компании, и частные, и подряды предоставить российским компаниям. Кто сделает качественнее, пожалуйста. То есть вот там можно было сэкономить государственные средства, чисто как на подрядных организациях. И потом пункт работа с кадрами компании Черноморэнерго. Кадровый голод профессионалов
подготовка кадров, оптимизация численности. Кстати, это оптимизация не подразумевает только сокращение, где надо увеличение, привлечение необходимых специалистов извне. Нет у тебя инженера, пригласи по договору, по контракту. Происходит? Практически нет. Создание отделения перспективных разработок, сейчас это красиво звучит. Ингургес, при всей его уникальности, наш единственный источник, он не бесконечного цикла работы, он когда-то тоже разрушится, его придется выводить там из сети и так далее. Надо что-то создавать, надо эти места предусмотреть, какие виды гидроэнергетика или там альтернативные, любые разработки, надо этим заниматься, надо, чтобы кто-то это отфильтровывал, этот огромный массив данных, который сейчас наработан в мире, богатый опыт есть, где-то газоснабжение, где-то там, повторюсь, солнце, ветер и так далее. Не мне судить, есть для этого специалисты. Конечно. Вот перечислил пункты. Собственно говоря, мы их сузили рамками на 5 лет. Не потому, что наши хотелки были какие-то расчеты по финансам. И 5 лет, это, знаешь, еще и срок ответственности. Сказал, делай, укладывайся. Это тоже подстегивало бы всех. Одно из основных требований выдвинули. Полный карт-бланш в кадровой политике. Опять-таки, те, с кем говорил, видимо, поняли, вы придете в Черноморэнерго, всех зачистите. Что за глупость? Вместе, пожалуйста. Но те, кто воруют, должен оттуда уйти, допустим, это из больницы, с Черноморэнерго, с водоканала, откуда хочешь, любой организации. Но если ты нарушаешь закон вот так открыто, надо как-то заканчивать с этим. То есть это позволило бы, повторюсь, представь себе, что приходят в компанию новые люди, непонятно, что они инженера. Опять включим политический подтекст. Те, кто смогут закрыть майнинг-ферму, те, кто смогут людям выйти и сказать, хватит уже, остановитесь, никаких перетоков не хватит, да хоть 3 Ингургеса тут будут стоять, не хватит с майнингом действующим. Как назло, майнинг-фермы, как правило, ничего не платят. Как назло, цены в России на эту деятельность, тарифы, там тоже быстро сориентировались, начали душить ценами. Биткоин начал, все, что вывезли, поехало обратно. Едет и едет, судя по всему, то, что слышно вот так субъективно на улице. Вот такой был план. План, он все-таки в конечном своем действии что предполагает? Что предполагает изыскание собственных средств, сохранение государственного контроля за своей же энергосистемой. Может быть, кто-то не понимает, но сегодня энергия и информация, пожалуй, это единственные 2 товара, имеющие реальную ценность. Войны ради них, революции ради них, все спекуляции общественные, все ради них. Контролируешь энергию, если у тебя страна там или что угодно. Не контролируешь, до свидания. Найдутся те, кто заберут с большим удовольствием. Но сейчас я вижу, в общем-то, другая картина. Идет процесс такой, что, по которому мы, абхазское государство, оно не вытягивает эту энергетическую отрасль самостоятельно. Более того, оно как бы говорит, что вытянуть ее вообще невозможно без разгосударствления. Это ты мнение что озвучиваешь? Нет. Свое мнение? Нет, это не мое мнение. Я озвучиваю мнение, условно говоря, власти, да? Где нужно, в общем-то, впустить частного инвестора. Под частным инвестором у нас подразумевается там крупный российский видимо, они бизнес. сами Да. и подразумевают. Да, ну, я думаю, они тоже где-то там рядом будут проходить, потому что история абхазской государственности за последние 30 лет она все-таки создала одним из ее таких нехороших черт является бюрократия, которая там так или иначе в любом таком проекте она где-то сопричастна. И
сейчас это такой секрет Полишинеля, да, где каждый закладывает свою долю, свой процент и так далее. Но все дело идет к тому, что вот мы сейчас выходим на такую финишную прямую, когда там нужно менять закон, по которому сейчас нынешний закон запрещает, да, более 5 мегаватт иметь в частной собственности. Сейчас снимут ограничения, и я думаю, там хотят снять. Не, ну, условно говоря, да, вот собираются там снять. Я думаю, технически это, в принципе, осуществить можно при том, что сейчас парламент вполне лоялен к президенту. Но все-таки это ж создаст, в общем-то, огромные проблемы не только политического характера, это же не только экономическая проблема. Все-таки энергетика – это такой некий базис, в общем-то, нашего суверенитета. Да, наш суверенитет, он все время достаточно в таком, как бы, плавающем режиме находится, но тем не менее, в общем-то, энергетика та вещь, которая не совсем финансово просчитывается, да, на калькуляторе, да. Тем более в наших нынешних условиях. С другой стороны, мы, наверное, при этом вот говорим, что эти перепадные, да, я слышу, вот я, по крайней мере, сейчас ретранслирую то, что я слышу, как обычный обыватель, да, и из того же ящика, да, когда мне говорят, что вот есть перепадный ГЭС, да, вот есть предложение по майнингу, да, вот давайте майнинг туда закатим. Но зачем нам закатывать в эти перепадные, отдавать под майнинг, когда у нас есть, в общем, дефицит электроэнергии, да, вот эти перепадные можно восстановить, и в конце концов мы должны его запустить сюда. Там немного энергии, кстати говоря, сразу оговорим. Немного, но как бы понятно, что сейчас мы аналогично там Ингургес, второй Ингургес не построим, но здесь собрал, да, там другие малые ГЭС, у нас до войны было порядка там 20 малых ГЭС, новые какие-то источники, но у нас же, в общем-то, сводится к тому, мне кажется, что просто сейчас мы пытаемся, в общем-то, избавиться, переложить нашу энергетическую отрасль, отдать ее. При этом, да, кто-то заработает на этом, но последствия ее будут, наверное, очень, как бы, даже непредсказуемы. Дорога никуда. Ты еще забыл упомянуть колоссальный кредит, который планируется взять. Кредит как форма привлечения там, финансов, я не против самой формы. Кредит, наверное, то, чем надо было заниматься вместо инвестиций непонятных, непонятного происхождения. Но в каких суммах и по какому плану, и когда об этом говорят люди, взявшие железнодорожный кредит, не хочу сейчас повторять то, что уже в сети замылено и замусолено, никто же не знает, чем закончится этот кредит. Было там хищение, было ли эффективное использование, никто не знает. Нет, железная дорога работает, нет, ее опять чинить надо. Значит, кредит был бесцельным. То же самое произойдет сейчас. 1,5 миллиарда рублей, это колоссальная сумма, это почти 10-я часть бюджета. Почему решает один человек, который сказал, вот так будет, не слыша вообще никого? Слушай, платить я буду, ты будешь, он будет. Ты меня спроси, а не как ты думаешь, вы согласны с этим или нет? Какие мероприятия? А вы способны освоить такие суммы? Ну, вопросов больше, чем ответов. Кстати, насчет железнодорожного кредита мало кто вспоминает. Ну да, там был подложенный документ, якобы ратифицировано соглашение, но там был еще один момент, который достаточно как бы показывающий, что дело было откровенно как бы аферистичное. Акт приемки не был так подписан с абхазской стороны. Абхазским правительством, кстати говоря, не был подписан. Акт приемки ремонта железной дороги. То есть ее, в общем-то, на 2/3 вот они закрыли сумму. Не более.
Размазали. И сегодня, в этом году, например, если я правильно помню, 35 миллионов только процентами будем мы платить. Да. Было и по 70, и по 80, когда года. Теперь добавка этой сумме 1,5, это тоже 2,5, если не правильно информирован, годовых, 2,5%. Ну, округлим, это в год будет порядка 50, скажем. 50 миллионов, а вот в план вложить с бюджета, что может быть как-то другой путь наметится. Ну, я не думаю, что сейчас... Или давай сравним сейчас угроза взятия, для нас это угроза получается, взятие такой колоссальной суммы в кредит и пример использования 100 миллионов на реконструкцию. Вот как потратили, вот так же и вот эту сумму мы будем тратить. А при каких условиях мы могли бы взять вот 1,5 миллиона, вот на твой взгляд? Вот сперва вот эти пункты надо пройти. Инвентаризация, внятный план действий и вообще понимание, что вообще в системе. Это пока все наши эмоции, все наши переживания с технической стороны. Да, они известны, но там живая система, что-то меняется, и, к сожалению, не в лучшую сторону. И это тоже не главное. Был бы компонент вот из этого вытекающий. То, что здесь пишем про постановки на учет и полный кадровый как бы карт-бланш, слушайте, надо разобраться еще с другими вещами. А как работает Ингургес? А как работает Дальская, ДАЛ называется, высоковольтная огромная линия? Ну, как бы вот там надо начинать. Майнинг это придушить, это второе, это не вопрос, даже это необходимость острейшая. С майнингом, если мы не закончим, майнинг закончен с нами. Все это можно не обсуждать. Порядок навести, прозрачность, вот там нужно еще. При всем том, что, как мы вот до передачи с тобой обсуждали, мы все, по большому счету, единые остатки единой советской энергосистемы. Если вы, Абхазия, не контролируете от и до все, что происходит на вашей территории, так или иначе, уже может быть, или в скором времени это будут контролировать другие. Поэтому я не верю вот в это привлечение частного капитала. Частный капитал – это прибыль в собственный карман. Давайте с АЗОВ начнем. Энергетика должна оставаться исключительно государственной монополией в наших условиях. Посидел без света, убедился в этом. Не факт, что частник будет ратовать за снабжение тебя больше, чем за свою прибыль. Но, с другой стороны, у нас государство плохой собственник. Кто это сказал? Ну, Кто это сказал? Это я говорю по тому, как у нас происходит. Ну, подожди. Ну, хорошо, как обычно. Вот смотри, пример. Вот сейчас, допустим, у нас последний год и вот сейчас огромное количество всяких пансионатов, гостиниц, которые принадлежат государству, продается. Например, скажи. МВО, ПВО. Они не принадлежат уже государству. Как не принадлежат? А сейчас уже не принадлежат. Но они на балансе государства стояли. Слушай, деньги, я думаю, были получены. Ты про форму, а я про содержание. Мы эту отрасль мы вообще давно закончили. Что ты сейчас как ребенок рассуждаешь? У всего этого есть название «занятые» и «заинтересованные люди». У всего. Так у нас любое государственное, оно по форме государственное, а внутреннее, оно остается частным. Правильно. Ну, ты знаешь, на что похоже? Человек, вот если возьмем какую-то корову, возьми, хорошо, там, козу, барашка, неважно. Мы и государство, мы мясо объели уже. Теперь мы добрались до скелета. То есть то, о чем здесь говорится, энергетика и многие другие компании инфраструктурные, на которых любая страна держится, любое общество, теперь мы до этого добрались. Что ты увидел особую эффективность в частных вложениях в другие отрасли? Налоговое бремя, вернее, сбор налоговый как-то улучшил показатели бюджета? Ну, я сейчас не буду комментировать победные там, отчеты о том, что у нас все повысилось, углубилось, и там, в проценты в разы выросло. Как-то в нашей жизни это не очень заметно. Коррупция же пронизывает нас как бы от и до во все стороны. Мы же привыкли туда только ругать. Но мы сами в этой системе координат живем, рождаемся. Она и вверх, и вниз. Если идем по этой части, никакого выхода нет. Либо мы приходим к какому-то пониманию, что мы теряем страну вообще-то. Причем здесь энергетика? Прицепом пойдет уже все остальное. Повысили тарифы, повысятся цены на хлеб, на все, собственно, уже повышаются, по-моему.
Да. Либо мы это все проглатываем и сидим дома, и, я не знаю, беспечно за этим наблюдаем. Нас потом не спросят, когда будут новые хозяева у генерации проводов, чего мы, собственно, хотим. Нас отправят или туда, где мы были, в Грузию, либо заберут туда на север, где мы еще не были, ну, видимо, будем. И не важно, но зато у меня все хорошо. А лучше остаться, в общем-то, лучше остаться при своем и развивать. И я на этом, в общем-то, буду подводить некую черту. Сегодня мы говорили об энергетике. В довольно плачевном состоянии сейчас находится энергетика. Но хочется увидеть, в конце концов, свет в конце туннеля. На этом будем прощаться. Я еще раз напомню, что у нас в гостях сегодня был Алхас Джинджоли. Алхас, большое тебе спасибо. И будем со светом. Счастливо. Ну давай. Своими словами. Да. Печальным. Насчет света, вот свет в конце туннеля. Главное не мероприятие, а мысль о том, что все-таки вот есть что-то, где такие же планы есть. Забыли митинг по жилью? Захват, опять-таки, давно не было. И там есть что делать, и в энергетике есть что делать. И вдруг есть что предложить, главное услышать друг друга и начать делать. Все будет хорошо. На этом еще раз буду прощаться. Счастливо. До свидания. До свидания.